телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Екатерина Данилова. Здравствуйте, на календаре пятница, 26 ноября. Сегодня в нашей республике отмечают День чувашской вышивки. Праздник пройдет в Чувашском государственном театре оперы и балета. Гостей ждет не только концертная программа. Им представят и вышитую карту республики. На 3-метровом полотне с помощью иголок и ниток мастерицы Чувашии изобразили все муниципалитеты региона. Карту рукодельницы населили национальными героями, народностями, изобразили местные достопримечательности. Также гостей ждет показ национальных костюмов. Не оставят без внимания и самых маленьких жителей республики. Сегодня в перинатальных центрах каждому новорожденному подарят уникальную распашонку, расшитую чувашским орнаментом. Неделя богата на праздники. Так, в это воскресенье по всей стране отметят День матери. Праздничные мероприятия пройдут и в Чувашии. Так, например, жители и гости Чебоксар 28 ноября смогут бесплатно посетить несколько экскурсий по Красной площади и по выставке «Вологодские кружева». Отмечу, отправиться в культ-поход смогут мамы, члены их семей, но при одном условии – наличии QR-кода, медотвода или отрицательного теста ПЦР. И, кстати, на экскурсию необходимо записаться заранее по телефону 23 20 31. К другим темам. Сегодня в Театре юного зрителя в Чебоксарах состоится премьерный показ первого чувашского фильма ужасов «Вупар». История разворачивается вокруг 5 студентов-волонтеров. Они приезжают в отдаленную деревню, чтобы отремонтировать местный дом культуры. Однако с ними начинают происходить паранормальные события. Студенты сталкиваются с противостоянием древних чувашских мистических сил – Вупара, упыря и ангела Перешти, вестника бога Тура. Напомню, премьера фильма состоится уже сегодня в 15 часов. А сейчас информация для тех, кто ищет себе четвероногого друга. С сегодняшнего дня мы начинаем знакомить вас с подопечными Чебоксарского пункта передержки собак. Сейчас там содержится более 500 животных, каждому из которых нужен дом и хозяин. Это Нова. Зовут ее так, потому что нашли в микрорайоне Новый город. С октября она живет в приюте. С Новой гулять легко, к поводку неприязни она не испытывает. Волонтеры предполагают, что у собаки когда-то был дом. Сейчас ей провели все необходимые процедуры – стерилизацию и вакцинацию. Это значит, что в ближайшее время девочку отпустят обратно на улицу, в Новый город. Держать Нову в приюте до полного пристроя нет возможности, ведь животных в пункте не 100. Мы на самом деле надеемся на то, что найдутся те люди, которые увидят в ней своего питомца, увидят в ней своего друга и захотят приютить, подарить ей дом. Пятница – время традиционной рубрики «Мобильный репортер». В Чебоксарах выпало так много снега, что в городе стали появляться все больше снеговиков, причем порой необычных. В одном из дворов слепили вот такие креативные снежные фигуры. Необычный дом один из пользователей соцсетей заметил в Урмарском районе. Все строение украшено причудливыми завитками и фигурами животных из металла. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».